В столице Якутии состоялось 6-е очередное заседание Госсобрания «Илтумен». В общей сложности народные депутаты рассмотрели более 2 десятков вопросов. Первым и главным парламентарии выслушали отчет президента Республики Егора Борисова об итогах работы исполнительных органов власти Якутии за минувший 2013 год. Свой доклад Егор Борисов начал с того, что назвал Якутию одним из главных территориальных и экономических оплотов всей России. Президент также подчеркнул, что за последние годы в республике достигается неуклонное повышение уровня жизни населения Якутии. В отчете президент также отметил сверхзадачи, которые поставил перед собой Егор Борисов, занимая пост главы республики. Прежде всего, это изменение в лучшую сторону государственного и муниципального управления Якутии. И в этом отношении президент заявил, что на сегодня структура власти в республике стала в разы ближе к народу. Какие выводы для себя сделали главы фракций парламента, выслушав отчет президента? Тематика разговора президента была направлена на то, что все-таки общество, население республики Саха-Якутия повернуть к исполнительной власти навстречу и в совокупности, чтобы исполнительная власть не отчуждалась от своего населения, население в свою же очередь не боялось участвовать в процессах, которые в республике проходят, вот в виде общественных контролей, в виде самостоятельных движений. Я считаю, сегодня, упущение – это отсутствие вообще должного такого контроля, недостаточный контроль. Много решений принимается, а выполняется не все. Президент в своем отчете подчеркнул, что нужно повысить ответственность органов исполнительной власти, местных органов власти. Я совершенно с этим согласен. Мы для себя увидели о том, что в целом сделано все верно, введено большое количество жилья, население стало жить лучше. Эти изменения нельзя не заметить. Строится железная дорога, развивается Дальний Восток. Мы все эти направления отметили. В то же время активную позицию в отстаивании своих интересов должны занимать и сами якутяне, заметил Егор Борисов. С этой точкой зрения президента депутаты выразили полную солидарность. О чем сегодня говорили, да? Что в отдельных улусах народ не идет по одной причине, что они говорят, вот это не выполнено. Но это же нужно искоренять. И президент вновь подчеркнул в этом отчете замечательном о народных инициативах, народном контроле. Это супер. Следующим моментом президент отметил то, что республике удалось добиться того, что федеральные органы власти стали более внимательно относиться к постановочным вопросам Якутии, принимать и учитывать замечания, связанные с особенностями региона, также детально вникать в местные проблемы. Мы активно продвигаем интересы Якутии и Дальнего Востока на федеральном уровне. Республику регулярно посещают и сами руководители многих федеральных министерств и ведомств. Безусловно, это дает республике большую свободу при проведении бюджетной и налоговой политики. После отчета президента от ряда народных депутатов были озвучены несколько вопросов. В частности, затронуты темы о демографической политике, инвестпрограмме развития Якутии, северном завозе текущего года и многом другом. Прозвучал также вопрос о строительстве в Якутии ЖД-линии Томмот-Якутск. Напомним, что из-за ряда финансовых проблем у генподрядчика корпорации «Трансстрой Восток» работы по реализации этого проекта практически зависли в воздухе. Вот как прокомментировал эту ситуацию президент республики. Ситуация очень простая. Компания «Трансстрой», собственником которой является господин Олег Дерипаска, заключила соглашение по строительству железной дороги и подписал контракт о завершении строительства железной дороги в 2012 году. Сегодня ведется речь о том, что надо закончить в 2014 году. Но я вам даю голову на отсечение. В нынешней ситуации в 2014 году этот объект сдаваться не будет. Я на совещании у Дворковича поставил вопрос ребром, именно как недобросовестного Транстроя поменять на другого подрядчика. В докладе Егор Борисов также коснулся вопроса производственного и промышленного потенциала Якутии, сельского хозяйства, социальной и молодежной политики. В свою очередь, спикер парламента республики Александр Жирков подчеркнул, что Якутия идет по правильному пути.
Мы не хуже исполнительной власти знаем те проблемы, те вопросы, которые стоят перед руководством нашей республики. И принцип разделения властей, видимо, заключается не в том, чтобы вот на каких-то вопросах разделиться и начинать противостояние, а совместно искать вот пути решения этих вопросов и, в общем-то, выносить по ним правильные решения во благо нашей республики и нашего населения. В отчете президента были и цифры, и данные статистики. Но основное внимание депутатов Егор Борисов обратил на стратегию работы правительства и сосредоточился прежде всего на общих тенденциях совместной работы коллег, сделал более глубокие выводы. В завершении глава Якутии подчеркнул, что прежде всего ответственное управление, конкурентоспособная экономика и гражданская активность – залог улучшения качества жизни населения Якутии.